Пока глава Башкортостана Ради Хабиров тестировал, как работает сейсмическая станция «Батыр», башнефтегеофизики, и вспоминал про первое нефтяное в Башкортостане месторождение, которое открыли в 1932 году недалеко от Ишимбая, участники совещания в формате «Промышленный час» подключились к видеоконференции. Тем для обсуждения много, ведь индекс промышленного производства в нашем регионе за 5 месяцев 2020 года составил 99%. Это выше среднероссийского показателя, но немного ниже наших зимних показателей, когда индекс был более 100%. Как это сказывается на экономике Башкортостана и как сейчас выживают маленькие и крупные предприятия, в программе далее. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем практику проведения наших промышленных часов непосредственно на производственных площадках и на предприятиях. Сегодня мы в Бураевском районе, на площадке, где работает башнефтегеофизика. Очень впечатляющие показатели, очень впечатляющая техника, очень впечатляющая вообще в целом работа. Мы же тоже учимся постоянно, и многие процессы нам до сих пор непонятны, хотя живем в республике нефтяной. На самом деле предприятие очень здорово развивается, как по выручке, как по привлечению инвестиций. И, конечно, мы радуемся, что у нас такие предприятия есть такие слаженные команды. Очень здорово, что вы с базовой нашей компанией, я так понимаю, Башнефти тоже установили рабочие отношения, и нас это радует. Собственно, мы для этого нашу рабочую группу постоянно действующую создали, чтобы вот такие вопросы решать. Ну что, я предлагаю перейти к повестке промышленного часа. Будет докладывать Герасимов Тимур Александрович. Пожалуйста, Тимур Александрович. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые участники промышленного часа, сегодня в повестке совещания 3 вопроса, а также контроль исполнения ранее данных поручений. Предлагается заслушать первого заместителя генерального директора, финансового директора АО «Башнефтегеофизика» Кальметьева Руслана Айратовича. Спасибо. Добрый день, Ради Фаридович, уважаемые коллеги. Мы в феврале месяце представляли 2 проекта на инвестчасе. Хотелось дать обратную связь сейчас, как они идут. Первый проект – это было оснащение наших партий системы «Вектор». Сумма инвестиций у нас там более 400 миллионов, и 100 миллионов было одобрено выделение из Фонда развития промышленности регионального. Сейчас мы находимся в стадии экспертизы. У нас просто просьба до конца июля все-таки этот займ уже выдать, потому что у нас контрагент даже уже отгрузил нам оборудование. Надеюсь, что до конца месяца мы это получим, и этот проект мы реализуем уже полностью. Тимур Александрович, что у нас по этой истории? Прокомментирую. После проведения инвестчаса, после защиты проекта, мы с Фондом развития промышленности работу проделали. Ответ по геофизике, по разработке месторождений включили в республиканскую программу. Это отдельная республиканская программа стратегии. Под Башнефтегеофизику зарезервировано 100 миллионов рублей. 2 июля их проект зашел на экспертизу фонда. До конца июля мы это отработаем. Да, давайте так, оформляем как поручение, вы просто доложите. Договорились? Да. Хорошо, дальше. Второй проект, который мы также выводили на инвестчас, это оснащение сейсмопаркии, где мы сегодня находимся. У нас 3 года мы его реализуем, сейчас идет 2-й год, сумма инвестиций 1 200 000 000. Надеемся, что даже в этих условиях непростых мы и в следующем году закончим финансирование этой программы по обновлению наших партий на территории Башкирии. И в этой связи мы просили и просим все-таки сделать докапитализацию фонда, чтобы мы могли в будущем году 400 миллионов, которые мы планируем тоже привлечь в качестве этого льготного займа. Это наша просьба. Андрей Геннадьевич, что скажем? Ради Фаридович, мы по докапитализации фонда работаем, пока решение окончательно не принято, да? Это же о следующем году речь. Совершенно верно. Заранее просим. На следующий год там у нас аграрии просили и другие предприятия. Давайте примем такое решение, чтобы все-таки мы увеличили их. Кстати, о какой сумме речь идет? 400 миллионов мы планируем. 400 просим. Давайте будем исходить из того. Мы его докапитализируем, тех возможностей, которые будут, а там уже будем садиться вместе разговаривать. Но рассчитывать на докапитализацию можете. Дальше. Спасибо. Между Башнефтегеофизикой и ПАО «Роснефть» сегодня заключено соглашение о разработках НИОКа. Согласно этому соглашению, роли разделены следующим образом. Башнефтегеофизика изыскивает источники финансирования, финансирует, по сути, принимая на себя венчур, и разрабатывает оборудование. Далее, когда будут готовы опытные образцы, Роснефть предоставляет полигон, то есть скважину для испытаний, что тоже достаточно сложный, ответственный этап.
И в случае, если, скажем, испытания проходят удачно, мы уже по итогам них садимся и договариваемся с Роснефтью о дальнейшем совместном использовании этой интеллектуальной собственности. Мы все 3 проекта начали. Общий объем инвестиций в НИОКР по 3 проектам на 3 года около миллиарда рублей. А с 2023 года нужно будет уже вкладываться в оборудование, там до 5 миллиардов могут быть инвестиции, как бы за 4 года достигать. И мы, собственно говоря, сегодня уже финансируем эти проекты вот таким миксом. Часть денег берем взаим, часть своих средств. И увидели еще одну возможность для источника финансирования. По проекту разработка роторной управляемой системы, это система, которая позволяет бурить наклонно направленные горизонтальные скважины путем создания отклоняющего усилия на долото и в процессе производить исследования геофизические. Этот проект мы уже реализуем, но сейчас начинается самая тяжелая стадия финансирования, где нужно покупать дорогое железо, собственно говоря. И в этой связи мы что увидели? В конце прошлого года вышло постановление правительства о субсидировании части затрат на НИОКР на современные технологии. Вот в этой связи мы просим оказать содействие в получении вот этой субсидии. Однозначно, тогда включаемся. Давайте тогда в сентябре поставьте вот ваш отчет о том, что сделано для этой истории. Здесь, Ради Фаридович, я хочу заметить, что при разработке сейсмовибраторов «Батыр» и каротажной станции «Наутилус» предприятие никак поддержку от республики не получало. За счет собственных и кредитных ресурсов все эти разработки внедрялись, запускались. А вот касательно роторной установки, вектор, который планируется, то, что объясняли, когда наклонные скважины опускаются, здесь я считаю, что республика может помочь. Хорошо. Министерство отработает. Вот, по 3 пункту мы тоже так. Да. Извините, пожалуйста, а можно добавить тоже? Да, пожалуйста. Торгово-промышленной палаты. Вот по поводу последнего форума, когда Фальков приезжал, мы общались с нефтяным университетом. Там сейчас на подходе гранты от 500 до 1,5 миллиардов, которые как раз университет должен заключить с индустриальным партнером. Вот как раз именно такого рода НИОКРы. Вот давайте мы тоже этот вопрос проработаем, потому что там как раз нужен живой проект, который необходим. Здесь он, как мы Давайте вы тогда параллельно и этот вопрос прорабатываете. Договорились? Тимур Александрович, все понятно по этим, да, вещам? Все понятно. Вот здесь вот рабочие специальности на этой площадке сколько зарплаты в среднем получают? 250 страна, Вот. А полевая партия вот в Арктике, если работает, или там на севере? Сюда вот они заезжают тоже вахтовым методом, или? 20 дней работы, 10 дней. 20 дней, 10. Вот видно прямо, вот это, наверное, ваша фишка, да, что все должно стоять ровно, аккуратно и так далее. Да, поэтому они все одинаковые, в любой зайти. Хорошо, коллеги, идем тогда дальше. Анвер Робертович, есть, да? Да, Анвер слушаю, Ради Фаридович, добрый день. Ну, вы все слышали, да? Да, мы слышали, мы отрабатываем и отработаем как положено. До конца июля деньги они получат, так ведь? Да, мы это все сделаем для этого. С Русланом Маратовичем у нас плотное взаимодействие, и так что поддержка будет, хороший проект. Там и посмотрите, вам надо, Андрей Геннадьевич, наверное, вас соберет где-то в августе, уже вы начнете там проектировать бюджет на следующий год. Вот все-таки надо учесть нам, где-то даже подсократиться наши траты, но ФРП надо обязательно. Потому что, мне кажется, эффективно заработала эта история. Хорошо, Тимур Александрович, пожалуйста, дальше. Да, уважаемый Ради Фаридович, следующим вопросом по регламенту рассматривается вопрос взаимодействия ООО НКМЗ с предприятиями топливно-энергетического комплекса республики. Предлагаю заслушать коммерческого директора предприятия Голдобина Андрея Ивановича и замгенерального директора по экономике Кушнарева Ивана Владимировича. Коллеги, в первую очередь, спасибо за приглашение посетить такой интересный формат в рамках взаимодействия с акционерной компанией «Башнефть». У нас прошло успешно АПИ в период с 16 по 17 год высоконапорного насоса для систем поддержания пластового давления. По факту данное оборудование показало свою экономическую эффективность. Средняя экономия этого насоса за период годовой эксплуатации составляет порядка 4 миллионов рублей. На текущий момент Башнефть, добыча, ну и, в принципе, дочернее общество Башнефть эксплуатирует морозевшее насосное оборудование систем поддержания пластового давления, поэтому наше оборудование является наиболее эффективным для систем поддержания пластового давления. Сейчас мы приходим к тому, что, во-первых, даже несмотря на результаты положительных крупнопромышленных испытаний, наше участие в тендерных процедурах Башнефть-добычи и Башнефти сводится к тому, что нас отклоняют по формальным признакам. Эти признаки, критерии таковы, что компания, которая участвует в тендерной процедуре, должна, или производитель,
соответственно, этого оборудования, должны иметь опыт поставок аналогичных насосов не менее 6 единиц за последние 3 года и не менее 2 единиц за последние 12 месяцев. То есть даже несмотря на наше положительное IP, мы приходим к тому, что нас просто по этим критериям отчисляют. Почему наш насос не выкуплен, в первую очередь, и, во-вторых, как нам участвовать дальше в закупочных процедурах Башнефти. Понятно. Спасибо. Сколько человек на предприятии у вас работает сейчас? 35 человек. Небольшое, да? Небольшое предприятие, да. Но как раз с ростом заказов могли бы увеличить численность и перевести предприятие на несколько смен рабочих. Пока у нас основные клиенты, к сожалению, это в Москве, если брать Российскую Федерацию. А что касается российской нефтяной отрасли, то проще бывает за границу продать насос, чем вот своим. А давно предприятие у вас организовано? Именно как насосное предприятие с 2011 года. То есть был грант Министерства образования совместно с Бауманским университетом. Предприятие было нацелено на производство насосов магистрального типа по программе импортозамещения. То есть нельзя создать отечественную технологию по магистральным насосам. Ладно, давайте. Василий Михайлович, можете прокомментировать? Да, уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги, фактуры перед совещанием не видели, но вот из описания, я так понимаю, там вся загвоздка стоит в тех условиях по опыту там, или отсутствие наличия опыта. Вот. Ну, я думаю, данный вопрос, наверное, можно вынести на нашу совместную рабочую группу и проработать возможность пересмотра требований, если таковое возможно. Пока вот не готов ответить. Тимур Александрович, какая просьба и вам, и Шельдяеву? Мы, если повестку сбиваем, то вы же ею занимались там 2 недели, наверное, вы сразу отправляйте, вот условно, если есть запрос в Башнефти, они должны уже понимать, что вот им будет запрос, и они бы сегодня уже более предметно нам ответили. У нас рабочая группа когда там по плану заседания? Ради Фаридович, с 8 по 11 сентября. Ну вот, может быть, не будем ждать. Давайте мы на одном из просто отфиксируем, на одном из в режиме Zoom же работаем. Там возьмите 2 недели, ладно? Изучить вопрос. Там разные варианты будут. Мы, конечно, хотим, чтобы наше предприятие, которое выпускает, я так понимаю, способны ребята, чтобы вы их, рассмотрели возможность их участия. Тимур Александрович, есть какие-то комментарии? Ради Фаридович, да, действительно, проработку мы делали в Башнефть-Дубаче, но ожидал, что тоже будут присутствовать. Дополнительно переработаем. Здесь 2 составляющие. То, что мы готовимся к рабочей группе по Башнефть, именно Башнефть. И вторая составляющая, о чем вот Андрей Иванович тоже говорил, это полная промо-экспертиза всех предприятий. Ну, давайте так, будем считать, что первый подход делаем, вопрос не готов, через 2 недели снова с вашим приглашением работаем. Договорились? Спасибо. Договорились. Спасибо. Пожалуйста, дальше. Третьим вопросом предлагаем рассмотреть вопрос о проблемах и перспективах развития Белебеевского завода «Автокомплект». Подробную информацию представит управляющий предприятия Неверов Александр Анатольевич. Добрый день, Ради Фаридович. Добрый день, участники совещаний, коллеги. Белебеевский завод «Автокомплект» существует 23 года. Производим комплектующие для легковых автомобилей и автобусов. Делаем, грубо говоря, от куска железа до готового изделия. С какими трудностями столкнулись вот в этот период коронавируса? Резко упали заказы конвейеров, отгрузка снизилась на вторичный рынок нашей продукции. На сегодня оцениваем потери за эти 3-4 месяца порядка 100 миллионов рублей. Просьбы или предложения рассмотреть возможность включения БЗАКа в проект ФРП «Антикризисные меры». Необходимые документы, пакет документов передан, сданы в Уфу. Из постоянных мер просьба включить БЗАК в перечень системообразующих предприятий. Письмо замминистра промышленности приходило, что такой проект готовится. Надеюсь, что мы в этот список попадем. Еще небольшая просьба к местной власти. Рассмотреть возможность или продления городского маршрута до комплекса предприятий, или же как-то облагородить тротуары, сделать освещение, знаки пешеходный переход поставить. И в заключение своего выступления хочу сказать слова благодарности администрации города, Министерству образования. На прошлой неделе состоялся круглый стол с участниками ТАСЭР по определению необходимости подготовки кадров. Белебей все-таки машиностроительный город, автомобилестроительный. Требуется обучение операторов, наладчиков, ремонтников станков с ЧПУ.
Ну, надеюсь, эта тема будет подхвачена, ну, найдет свое внедрение в городе Белебей. Спасибо большое. Давайте по порядку тогда. Меня Рустам Хамидович, здесь у нас нет? Муратов. Да, Ради Фаридович, здравствуйте, здесь. Можем мы здесь пойти навстречу? Нет? Но здесь фонд развития промышленности по антикризисной программе до 25 миллионов, все возможно. Андрюш. Готовы. Добрый день еще раз, Раид Фаридович. Мы рассматриваем заявку в ЗАГ. Недавно у нас был профинансирован совместный проект с Российским фондом Белебейского завода «Автокомплект». И мы готовы рассматривать, и сейчас идет работа, на входной экспертизе находятся материалы. Вместе с тем, Раид Фаридович, я хотел бы акцентировать внимание на том, что у нас практически сейчас свободных денег нет в фонде для того, чтобы профинансировать новые заявки. А таких у нас сегодня в работе уже 23. Вот вчера только анализ мы провели, если необходимо, мы такую информацию вам дадим. Вот. Мы готовы профинансировать, предприятие хорошее, развивается, и мы будем надеяться еще долго с ними сотрудничать. Мы над этим работаем, мы сейчас источники себя определяем. Но вот у нас просто с Минфином постоянно вопрос возникает. А вас что, Александр Анатольевич, вы перекредитованы, что ли? А почему с банка вы не можете взять деньги? Мы можем субсидировать вам процентную ставку. Почему кредиты никто не берет? Почему все хотят с фонда деньги взять? Ну, процентная ставка в фонде интереснее. Я понял, но мы можем субсидировать процентную ставку. Мы хотим новую программу сделать. Постановка вопроса понятна. Ну, тогда хотя бы посмотреть, о какой величине, о каком субсидировании речь идет. Не, ну мы снизим вам до льготной. Мы этот вопрос для нас-то, ну, как бы решаемый. Просто когда мы всем начинаем вместо банков выдавать, мы начинаем кредитные учреждения подменять фондами, что не всегда справедливо. Если вы закредитованы, другой вопрос, если банки вам не дают. Ну, это и для нас, конечно, тогда звонок звенит, если вам как бы закредитованность есть. Кредитами, конечно, пользуемся, скрывать нечего. Если будет по льготной ставке рассмотрено, хорошо, давайте таким путем попробуем. Давайте мы сделаем так. Вы возьмите неделю. Александр Анатольевич, неделю еще возьмем? Да, конечно. Большое спасибо. Все, тогда через неделю ставьте, и через неделю снова разберем. Азат Альбертович, что там по автобусной продлить? Можете сами или нам нужно вмешиваться? Добрый день, Раид Фаридович. Или как этот вопрос решить? Да, мы остановку в прошлом году построили поближе. Здесь у нас, Раид Фаридович, мы сталкиваемся с проблемой, там же эта дорога, технологическая дорога, предприятие керамики. И ГИБДД нам не согласовывает пересечение данной дороги, потому что по нему большой трафик идет технологического транспорта с карьеры. Везут песок, там, глину. Сейчас мы попробуем построить хотя бы пешеходную дорожку вдоль этой дороги. А рядом на пересечении, где-то буквально в метрах 100 от завода, мы остановку уже в прошлом году построили. То есть решение такое, что вы сделаете просто нормальные тротуары освещенные, да? Да, метров 50 добавим тротуар вдоль этой дороги. Попробуем это таким... Вас так устроит, Александр Анатольевич? Да, конечно. Когда вы это сделаете, Азат Альбертович? А 1 сентября сделаем, Раид Фаридович. Договорились, тогда мне в поручение поставьте, что просто краткий доклад, что это, раз коллеги просят, давайте сделаем. Спасибо большое. Спасибо. Разрешите, пожалуйста, добавить? Да, пожалуйста. Я вот по поводу фонда развития промышленности хотел вот такую вот тенденцию сейчас появилась, что у нас обращаются больше к нам в региональное, по федеральному фонду мы очень сильно просели. Просьба к нам в ТПП с этим вопросом обращаться. Мы совместно с ФРП республики здесь на одном этаже сидим. Будем отрабатывать, мы будем всячески помогать. Это наша задача. Хорошо. Значит, Тимур Александрович, у нас Шильдяев когда выходит? Вот вы давайте, Шильдяев в отпуске, вы берите на себя. Каждый вопрос вы тогда прорабатываете до конца. Вот как сегодня, чтобы с Башнефтью не было, да, когда они не готовы, это раз. И второе, когда возникают темы, связанные, соответственно, с ФРП, да, с взаимодействием, он на ТПП сидит, соответственно, вы сразу там схему сделаете, как только заявка поступила, отрабатываете там с контрагентом, отрабатываете с Фондом развития промышленности нашим, отрабатываете, соответственно, с ТПП и другими институтами развития, чтобы здесь вот мы уже окончательное решение принимали только. Договорились? Хорошо. Коллеги, переходим к небольшим вопросам. Это исполнение предыдущих поручений. Пожалуйста. Ради Фаридович, по предоставлению займов ФРП по антикризисным мерам сразу по всем 13 проектам пройдусь. 8 проектов получили уже поддержку, это 110 миллионов рублей. 4 проекта на экспертизе,
поддержка будет до 10 августа оказана, там порядка 100 миллионов рублей. И, к сожалению, по одному проекту пришлось отказать по геотекстилю Туймазам. У них есть задолженность налоговая, поэтому, к сожалению, Геолайн да? не удалось. Но вы ему это все сообщили, конечно, объяснили? Конечно, причины, да? в полном Хорошо. взаимодействии. Хорошо. Предприятие решило не продолжать данную заявку, поэтому Хорошо. таким образом. Все, тогда снимаем. Дальше. Предложение по поддержке республиканских предприятий при осуществлении аукционных процедур госмуниципальных нужд. Денис Наильевич. Ради Фаридович, хотелось бы вернуться на полгода назад, когда вы давали поручение о том, чтобы эту задачу каким-то образом решить. Основная проблема заключается в том, что у нас в республике отсутствует так называемый единый реестр региональной продукции. Необходимо было каким-то образом увязать потребности государственных муниципальных заказчиков к той продукции, которая выпускается, к какому-то единому общему знаменателю. К сожалению, из-за пандемии у нас не получилось его развернуть в те сроки, которые мы планировали. Наше решение, наше предложение как раз-таки выстроить межведомственную работу с использованием информационных ресурсов, которые у нас на данный момент уже реализовываются и которые мы готовы в ближайший месяц полноценно развернуть. При этом нам необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы не допустить роста цен при этом. Данный каталог должен быть открытым, бесплатным, и при благоприятном развитии событий этот каталог за 12 месяцев можно на 90% наполнить, можно будет функционально всем поставщикам добавлять туда информацию, привязывать к отдельным позициям этого каталога свою производимую ими продукцию, а также количество и стоимость этой продукции, которую они предлагают к реализации. И через 2 года потенциально это может вырасти уже этот каталог потенциальный маркетплейс республики. Доклад закончил. Вот смотрите, вот я уже не раз там давал поручения на эту тему. Вы на доске, на большой, нарисуете схему межведомственного взаимодействия и проведем такую вот инсценировку того, как это работает. Как вы сделаете так, чтобы у нас человек приходил в результате, и все-таки у него покупали, вернее, мы покупали наше, а не какое-то, откуда только там не возят. Понятно вам, да? Готовьте. Значит, ответственным в этом мероприятии Муратов все-таки должен быть. Это большая такая инфраструктурная, там, системная экономическая проблема. И потом подчеркиваю, вы прямо покажите мне инсценировку, как это происходит. А я потом это опубличу, и, соответственно, пусть наши бизнесмены знают, что такая схема есть. Договорились? Все понятно же, да? Следующий вопрос. Было поручение по финансированию башкирского фарфора. По линии Сбербанка 10 июня заключен договор на 10 миллионов под 2%. Первый транш поступил 10 июня, это 4,8 миллиона. Следующая часть, второй транш, 10 июля. Алексей Николаевич, то есть то, что просили, решили мы? Ради Фаридович, да, у нас в рамках нашей компетенции была проведена совместная ассоциация операторов социального питания Республики Башкортостан презентация посуды башкирского фарфора. До всех муниципальных государственных учреждений доведена информация о каталоге и о тех продуктах, которые есть. И вот в рамках уже 19-20 года операторами уже закуплено данной продукции в количестве 169 тысяч единиц на общую сумму 15,2 миллиона рублей. Ну, начнется Новый год учебный, соответственно, будем продолжать эту работу. Отлично. То есть взаимодействие у нас с ними налажено. Молодцы, спасибо. Так, процесс получения «Поток» трубная компания акта ввода в эксплуатацию завода завод, да. Пожалуйста, я просил Тимура Афисовича провести такой глубокий анализ. Давайте, что там? Добрый день, Ради Фаридович, добрый день, уважаемые коллеги. Ну, по факту, на сегодняшний день и Жилстройнадзор, и «Поток» начали друг друга слышать. Основные замечания, всего их было около 85, касались противопожарной безопасности и электрики, и на сегодня в целом они все закрыты. Ну, как справочно, в целом разрешение на строительство было выдано Уфимским районом в апреле 2018 года. Сами строительные работы были завершены в мае прошлого года, и с мая прошлого года Жилстройнадзором было проведено всего 7 внеплановых проверок. И вот остававшиеся на прошлую неделю замечания о приведении в соответствии пожарной безопасности котельной и установки там специального аварийного освещения, они тоже были в целом все закрыты. При этом на сегодня сам завод работает, сейчас на объекте там задействовано 25 человек. Доклад окончен. Эльдар Маратович, что можете сказать? Добрый день, Ради Фаридович, добрый день, коллеги. Действительно, там физическое устранение замечаний, оно завершено. На сегодняшний день им необходимо получить врезку у «Газпром» газораспределения Уфа. И вот при
данных обстоятельствах мы действительно подтверждаем, что заключение о соответствии мы выдадим. Ну, это понятно. А вот я уже шумел на этот счет. У нас предприятие было построено за более короткий срок, чем тот, который вы выдаете ему акт ввода в эксплуатацию. Они предприятие построили за год, по-моему, а вы уже, соответственно, 1,5 года никак не акт ввода не дадите. А чем объясняется 7 внеплановых проверок? Вот это вообще по закону, нет? Ради Фаридович, разрешите? Да. Там 7 неплановых проверок, часть из них носит программный характер, то есть когда у нас застройщик заявляется, мы программу проведения проверок готовим, согласовываем ее с застройщиком. И часть проверок, они сами переносили сроки устранения замечаний, по их ходатайству мы переносили сроки проведения проверок. Алексей, 1 августа предлагается закрепить срок, а мы с Вадимом Владимировичем на контакте, он с этой датой тоже соглашается. Ну хорошо, тогда мы... Вот этот пустяковый вопрос, значит, еще раз ставим. Я не знаю, вот и вроде как ругаться начнешь, под все у вас какое-то объяснение, но, знаете, я же не должен там в ваших этих нюансах копаться. Я считаю, что это неправильно, что предприятие строит за 1 год, а потом 1,5 года не могут получить акт ввода. Для меня это плохой сигнал, чтобы вы понимали. Слышите меня, да? Для меня это очень плохой сигнал. Со всеми вытекающими серьезными последствиями. Ильдар Марович. Да-да. Ну, действительно, там у него монтажом оборудования и так далее занимались не профессионалы, а как... Я понимаю. Вы там были сами? Сами же были, наверное, да? Да, конечно. Этот же вопрос уже рассматривался. В моем понимании, это одно из лучших предприятий республики. Лучших. Оно абсолютно новое, абсолютно технологически укомплектованное. И там система пожарной безопасности сумасшедшая. А вы где в деревнях видели наши предприятия, где там еще, значит, кувалдой бьют? Вас там нет. Значит, смотрите, вы там не шутите, ладно, 1 августа история должна быть закрыта. А Лукьянову я сам еще сегодня позвоню. Башкиравтодор, предприятие РБ, в том числе у вас синтез ТНП. Алан Викторович. Добрый день еще раз, Ради Фаритович. В части предложения по приобретению продукции ООО «Синтез ТНП» докладываю, Ради Фаритович, что 9 июня текущего года в Центральной лаборатории Башкиравтодор было проведено контрольное испытание аддизионной присадки БМ-1. Испытание проводилось в присутствии представителя компании ООО «Синтез ТНП» Гордеевой АЗ. Результат испытания присадки БМ-1, представленной ООО «Синтез», показал 2 балла, что означает плохое сцепление. То есть пленка вяжущего сохраняется менее чем на 50% поверхности. В итоге, то есть не подходит. В итоге не подходит, Ради Фаритович. Не подходит, все. Я еще раз говорю, вы должны, вот у меня нету тупой задачи, вот все, что мы производим, завести. У меня есть задача такая, качественная и конкурентная в ценовой политике. В этом случае мы будем биться за них, а все остальное, все. Коллеги, ну, у нас повестка исчерпана. У меня единственная просьба, я вновь говорю, вот, Минпром, Минэк и отраслевые, я трачу на это очень много времени и очень много энергии и сил, но я считаю, что это наша общая важная государственная задача. Все-таки то, что производится в республике, если оно конкурентоспособно во всех качествах, оно должно у нас и использоваться, и закупаться. Поэтому вот это одна из важнейших задач промышленного часа. По фонду ФРП вы там, Андрей Геннадьевич, там для себя решение примете потихонечку в ходе формирования бюджета. Коллеги, спасибо большое. До свидания. Ради Фаридович, вы провели очередной промчас на площадке Башнефтегеофизика. Площадка интересная. А вот цель промышленных часов какова? Ну, вы знаете, у нас действительно есть инвестиционный час. Но вот мы в ходе работы на инвестиционных часах, мы очевидно поняли, что есть целый ряд вещей, которые требуют вмешательства государства для того, чтобы оказать содействие развитию промышленных предприятий. Ну, простые, например, базовые вещи. Ну, например, вот мы разбираем уже несколько раз предприятие «Поток», да, это производство труб. Они меньше, чем за год построили предприятие, 1,5 года не могут получить акт ввода в эксплуатацию. Меня это возмущает. Это, то есть, наше административное ненужное давление. Эти проблемы мы здесь решаем. Второе и очень большое направление работы – это доступ промышленных предприятий к тем мерам поддержки, которые есть. Оно особенно актуально сейчас. У нас же довольно широкий перечень мер поддержки в связи с коронавирусом. Поэтому предприятия многие не знают, но я вот
прям с такой радостью возникаю, что если раньше мы там ходили, предлагали, то у нас уже очередь встает, и в наших некоторых фондах даже денег не хватает давать им помощь. Третье – это базовая системная задача, чтобы все-таки продукция наших предприятий, промышленных, там, стройматериалов и так далее, они могли конкурентно входить на рынок в республике. Очень часто меня это возмущает, что одни и те же примерно сходные по ценовой политике, по качеству, материалы используются привозные из пределов нашей республики, хотя у нас сами качественно производят. Поэтому вот соединить поставщика и производителя и потребителя – это вот важная задача. И здесь очень много нюансов, есть и коррупционные моменты, и поэтому вот здесь, когда я публично рассматриваю, все-таки я считаю, что главная задача – я формирую такую открытую атмосферу, открытую такой, знаете, среду, что ли, где сложно будет мне ответить на вопрос, почему вот производят условно насосы вот те же здесь, а берут другие. Понимаете, вот это одна из... Да. Вот. Ну а мы в последнее время начали переходить вот в такие выезды, потому что, во-первых, все равно для того, чтобы глубже понимать, чего хотят промышленники, надо самим быть на предприятиях, видеть, что вот я сегодня на площадке Башнефтегеофизики, вот, пожалуйста, здесь, по сути, военный лагерь такой. Они проводят серьезнейшие испытания, вернее, исследования на предмет наличия углеводородов. Да. Поэтому вот мы еще сейчас проводим так, мы постоянно выезжаем. Я вот уже несколько раз мы были. Это, во-первых, знаете, мы же тоже должны учиться. Я человек с высшим образованием, с опытом, наверное, каким-то, уже не молодой, но я каждый раз, когда вот общаюсь, я учусь. Вот, например, я сегодня узнал особенности, как, например, выявляются нефтезапасы вот через всевозможные вибрационные геологоразведку. Да, очень интересно. Радифович, вы гуманитарий, как-то сказали, что к директорам относитесь предприятий крупных с особым таким трепетом. Вот сегодня я слышала, как вы жестко за них, буквально бьетесь, я бы так сказала. Да, потому что это вот, наверное, идет отлично, потому что я говорю, действительно, гуманитарий для меня всегда тот человек, который что-то из железа делает, или из дерева, или из камня, уже, знаете, у меня всегда перед ним пиетет и уважение, потому что мы там языком говорим, как говорится, что-то, да, а они делают, они создают промышленность. Поэтому директора – это уникальные люди, директорский корпус – уникальные люди. Вот мы сейчас думаем даже о каких-то, знаете, мерах, когда, чтобы, элементарно даже поощрили. Я нет-нет, сталкиваюсь с директором крупного предприятия, который, не получил даже государственной награды, там, федеральной или нашей республики. Слова какие-то уважения ему говорит, поддержки. Это особый класс, а это штучный такой товар, если можно так говорить. Это уникальные люди, и это двигатели экономики, немые двигатели экономики, и вообще двигатели цивилизации – это вот именно директора промышленных, строительных предприятий. Поэтому это для меня и радость общения еще с ними, конечно. Я в них тоже учусь. Спасибо. Спасибо.